С рабочим визитом в Инте на днях побывали представители республиканской власти, заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Хозяинова и депутат Государственного совета региона Руслан Магомедов. В сопровождении главы округа руководителя администрации Григория Николаева чиновники посетили ряд объектов, где в этом году проводятся ремонтные работы по программам формирования комфортной городской среды, народный бюджет и народные инициативы. В рамках проекта народной инициативы около памятника «Взрыв» установлены опоры освещения. Контракт на сумму почти 900 тысяч рублей выиграла подрядная организация ООО «Наше время». На эти средства были закуплены и смонтированы 6 двухрожковых опор освещения со светодиодными светильниками и одна опора на входе в сквер около автобусной остановки. В спортивной школе «Юность» завершены работы по установке дверей. Замена старых на новые стала возможна благодаря проекту «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта. На выделенные по проекту 1 миллион 686 тысяч рублей спортивное учреждение обновило 42 двери. Откровенно скажу, что старые двери были установлены не совсем для такого сооружения, как спортивная школа. Это более офисный вариант был. Он быстро пришел в негодность. Дети у нас шаловливые, ломали. То есть, и поток посетителей предполагает, что открытие-закрытие дверей будет частым. Вот. И пришел момент, когда эти двери пришли в негодность и потребность в их замене. Мы вышли с инициативой проект народного бюджета. Нас поддержали, мы получили субсидию. Было принято решение в целях экономии средств для того, чтобы больше дверей установить в школе, демонтаж провести собственными силами, а также финишную отделку после завершения установки дверей. На территории гимназии номер 2 проводятся глобальные работы по ремонту теплотрассы от границы раздела до узла ввода. Заменены все инженерные системы, трассы холодной и горячей воды и системы водоотведения. Масштабный у нас проект – это замена теплотрассы. Для нас очень болезненное было это, потому что 4 порыва было за эту зиму у нас. Поэтому мы очень благодарны, что нам выдали деньги, и мы смогли своими силами ГУНО заменить теплотрассу. Выделили 750 тысяч из средств республиканского и местного бюджета. Потратили мы уже на материалы 532 тысячи, но еще остались у нас услуги автотранспорта заплатить. Помимо прочего, здесь же, чуть дальше футбольного поля, реализуется инициативный проект «Спорт для всех». Он состоит из 2 частей. Это универсальная спортивная площадка, которая вот там будет, мы сейчас туда подойдем. А сегодня у нас в рамках этого проекта начинается уже установка ограждения. Кому интересно посмотреть, ограждение находится в этом кармане. Оно такое же будет, такой же цвет. Да, нам надо было какой смысл, но сюда приходится заниматься весь город. В выходные закрыто, в каникулы закрыто, в летний период закрыто. Людям, конечно, это не нравится. Поэтому мы вышли с инициативным проектом, чтобы все-таки оградить и сделать отдельный вход. Да. Объем финансирования 1 миллион 200 тысяч рублей. Это средства на 2 контракта. По одному из них на сумму 420 тысяч рублей будет установлено дополнительное ограждение между спортивным полем и зданием гимназии номер 2 с отдельной калиткой и распашными воротами для соблюдения требований безопасности, предъявляемых к образовательным организациям. В рамках второго на сумму 780 тысяч рублей производится устройство универсальной спортивной площадки для решения вопроса организации спортивного и физкультурно-оздоровительного досуга жителей Инты на открытом пространстве. Доступность площадки даст возможность заниматься на ней детям, молодежи, гражданам среднего и старшего возраста. Далее делегация посетила краеведческий музей. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» в этом году Интинскому краеведческому музею на закупку оборудования выделено из федерального бюджета чуть более 6,5 миллионов рублей. По итогам проведения конкурентных процедур на закупку системы хранения в фонды музея учреждению посчастливилось значительно сэкономить денежные средства. Сумма контракта составила 3 миллиона рублей от первоначальных 6. На оставшуюся сумму было решено приобрести витрины для зала номер 5 Краеведческого музея и обновить зал. Когда вы планируете
Ну, вообще мы хотели в Дню города, ну как получится, потому что здесь у нас, во-первых, это социально-экономические преобразования, это наш дизайн именно то, отразить еще эпоху того времени, поэтому мы будем заказывать еще дополнительные такие вот и баннера, и ну, такие вот именно, чтобы ту эпоху отражали. У нас экспонаты есть, предметы есть, но вот именно вот. А это ведь у нас зал тут такой был, это и первая школа, и которая вот здесь в Коми-крае появилась, и здравоохранение, первый факт какой-то появился. То есть все тут есть, первые колхозы. Ну, в этом зале было так емко, много чего. На основании заявки нашего Интинского краеведческого музея из федерального бюджета Российской Федерации субъекту Российской Федерации Республики Коми были выделены денежные средства на оснащение муниципальных музеев. И вот мы на эту сумму, которую нам перечислили, смогли для отдела фондов закупить металлическую систему хранения стеллажей и для экспозиционного комплекса зала номер 5 как раз закупить музейные витрины. Ну, мы постоянно в музее обновляем каждый зал, и очередь наконец дошла и до зала номер 5. Этот зал, в нем располагалась экспозиция, которая называется «Социально-экономическое преобразование Коми-края». Ну, она морально устарела, потому что ей более 45 лет. И музейные предметы устали, им отдохнуть надо. И у музейщиков основная задача не только достоверно рассказать, но еще и красиво передать информацию. И поэтому было решено заменить выставочное оборудование. То есть здесь будет располагаться та же выставка, но только она будет представлена в новом виде, в новом ракурсе и наполнена более разнообразными экспонатами, которые хранятся в нашем отделе фондов. Не так давно рядом с музеем завершился ремонт пешеходных дорожек между домами номер 30 и 34 по улице Куратова в сквере ВДВ. Проект этот вообще прошлого года. Несколько раз мы его выставляли, подрядчик вышел недобросовестный. Аванс получил, аванс потом вернул. Мне говорили, короче, мы в конце года усилили лужу, у нас ничего не сделано. Вот я позвонил Шевцову, договаривались, чтобы мы отыграли мы его в том году, а сделал его в этом, потому что уже ушли в зиму. И он взял подряд, тогда 3400. Напомним, работы стартовали 26 апреля в рамках благоустройства, финансируемого за счет средств гранта, полученного муниципалитетом по итогам реализации проектов «Народный бюджет». Общая сумма контракта составила почти 3,5 миллиона рублей. Проходили работы сложно, потому что погодные условия не позволяли нам в срок закончить. Лето оказалось очень дождливым. Вот, техника не могла заехать, люди не могли работать. За 2 месяца подрядчик выполнил полный цикл работ – от планировки территорий и установки бордюров до укладки плитки. Примечательно то, что реализация данного проекта позволила объединить территории и уложить плитку сквера к прилегающей плитке тротуаров вокруг 8-й школы, смонтированной несколько лет назад по федеральному проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». За счет разных проектов, это комфортная городская среда, это народные инициативы. Ну вот он идет, поворачивает, огибает всю школу, и там тротуар уходит аж за эти дома. Туда, и он с освещением вот с таким весь, с лавочками тоже. В принципе, получилось красиво. С начала июня у здания бывшего магазина «Детский мир», сейчас «Магнит», по улице Куратова, дом 50А, идут обширные ремонтные работы. Здесь в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится благоустройство общественной территории, которую выбрали сами интинцы годом ранее. Вся эта территория уложена железобетонными плитами, оборудована бордюрами и ограждениями. После основных работ установлены скамейки, урны и смонтировано уличное освещение. Сумма контракта чуть более 11 миллионов рублей. До 1 сентября подрядчик должен сдать объект. Мы ее раздвинули, у нас кустов было, здесь кусты, вот так вот, заборчик такой стоял, они убрали тут часть насаждений зеленых таких, ивняк в основном, расширили эту площадку.
Потому что машины стояли примерно, ну, вот так вот. вот так, чтобы было у нас. И здесь асфальта не было от слова совсем. И здесь убито все было, вот это вот, и выезд. Ну, здесь вот был такое, выезд да, на примерно? вот эту дорогу. Ну, да. Мы его убрали. Да. В детском саду Крепыш в рамках проекта «Народный бюджет» идет капитальный ремонт плавательного бассейна. Эти работы проводятся благодаря проекту «Народный бюджет» поддержки республики и граждан нашего города. Слоями наливали, и когда слой надо хорошо просохнет, мы все выровняли, сейчас сделали закругление, делали где-то 5-6 вагонов, они там лежат, и постепенно закругляли борта для того, чтобы не было прямых углов 90 градусов, чтобы детишкам было безопасно. Это еще не укладывается. Я поняла. Да, это я просто для примера показал, какая вот плитка мозаика у нас будет укладываться. Она сертифицирована с антискользящим покрытием. Да, специально воду она не отталкивает, то есть скользить здесь не будет. Плюс при этом здесь будет еще у нас заграждена лестница с индивидуальной работы. Вот, фотографии надо смотрите. Это с переходной площадкой изготавливается на заказ. Мы снимали здесь все размеры и им дали. Они сделали нам поручни чуть меньшего диаметра, чтобы детишкам было удобно браться. И сделать все ступеньки объединить. Они будут, да, максимально. Сумма контракта 1 миллион 300 тысяч рублей, из которых 800 тысяч выделено из республиканского бюджета, 470 из местного и 30 тысяч – это средства интинцев. Аукцион выиграла местная подрядная организация ООО «Вкусная жизнь», которая уже знакома с фронтом работ. Капитального ремонта не было, было только в 2020 году заменено дно бассейна. Вот, потому что оно было тоже в плачевном состоянии. И в 2024 году по решению Роспотребнадзора и прокуратуры города бассейн у нас прекратил свое действие, свою работу в связи с тем, что бортики бассейна были очень сильно, плитка нарушена. То есть сколы, ну и всякие прочие трещины. Вот, поэтому и инициативные группы нашего детского сада, состоящие из педагогов, родителей, мы решили выйти в проект «Народный бюджет Республики Коми». Мы вышли с этим проектом первый раз, и сразу же как-то мы прошли отбор и на уровне администрации города, и в Республике Коми. Процесс восстановления разрушенных бортиков чаши бассейна потребует немало времени и сил у специалистов. Старые борта при демонтаже начали отваливаться огромными кусками. В процессе выполнения работ подрядчику пришлось в срочном порядке производить замену заказанных стройматериалов и иначе выстраивать свой план работ. Сначала, когда начали приступать к подряду, к этому был один материал заказан, уже готов был на проплату и на отправку, но столкнулись с тем, что здесь совершенно другие нужны материалы и технологии из-за того, что очень сильное разрушение чаши произошло. Соответственно, мы с поставщиком переговорили этот вопрос еще, плюс в том, что поставщик пошел нам навстречу, он нам выделил специального технолога со своей фирмы, который полностью курирует этот весь бассейн от А до Я. То есть все спектр работ на день нам прописывает технолог. Мы понимаем, что мы делаем, но контролируют нас еще в Москве люди. И вот они сказали, что, Жень, тебе нужны другие материалы. И мы переиграли это все. И 10 июля, ну там плюс-минус, придет уже все полностью сюда. Плитка-мозаика у нас, гидроизоляция, фильтровальная установка, подогрев, тепловая завеса здесь будет для создания микроклимата. Ну вот все необходимое, плюс уже да, заказано, и она уже скоро прибудет. После того, как чаша бассейна будет отремонтирована, подрядная организация установит современную систему фильтрации воды. Благодаря заказчикам, в том числе адекватности, мы приняли такое решение не частично как-то восстанавливать поэтапно кусками бассейн, а полностью сделать новую гидроизоляцию бассейна. То есть здесь будет налито 3 мм гидроизоляции, которая будет герметично, послужит долгие годы детям на благо, для комфорта. Бассейн не будет течь, будет установлена сюда современная система фильтрации на основе кварцевого песка. Будет бочка 60 кг песка в ней, и кварцевого, и будут закладные сделаны под бассейн, эти отверстия, и будет фильтроваться и очищаться бассейн каждое утро. Перед началом сеанса, 8-9 утра, у них будет идеально кристально чистый бассейн. Они будут делать ежедневное хлорирование бассейна, у них будет специальный тестер, где они будут знать, что у них там 0,7-0,9, чтобы для детей не сказывался хлор губительно, как-то они будут держать его в допуске. Ну и за счет этого будет поддерживаться
перейдем на современную систему работы бассейна, то есть уже не будет такого, что бассейн будет сливаться полностью, наливаться. Бассейн набирается у нас, в Крепыше у нас набирается раз в неделю, а потом частично мы его сливаем. Но здесь я тоже думаю, мы на какой-то цикл выйдем, раз в неделю мы его наберем. И то есть в связи с тем, что качество воды у нас в городе не самое лучшее, коричневого бассейна здесь больше не будет. Он наберется раз в неделю, захлорируется ночь, отфильтруется, и будет у них идеально чистый бассейн каждое утро. Срок выполнения ремонтных работ до 1 сентября, но в связи с выявленными сложностями дату приемки работ перенесли, чтобы хватило времени довести до ума бассейн спокойно, не торопясь. Программа «Народный бюджет» показала с лучшей стороны. Прошли ряд объектов. Вот в воскресенье были в Воркуте, сегодня в Инте. Они работают. От активного участия наших горожан выделяются деньги. Поговорили сейчас с подрядчиками, они вовремя успевают. Очень здорово, хорошо, очень хорошая программа. Поэтому мое мнение, это чтобы людям нужно активнее будет голосовать за народный бюджет. И по ФГГС увидели, как территорию плитами положили, бордюр, освещение. Все замечательно, отлично. Мы показали им комфортную городскую среду, территорию возле Куратова 50А, это бывший детский мир, магазина «Магнит». Посетили реализацию народных инициатив, это сквер, так, ВДВ, в простонародье, это за территорию возле музея, территорию зашли в музей, там нацпроект реализуется, там порядка 6 миллионов потрачено, израсходовано средств на замену стеллажей как в фондохранилище, так и в самом музее. Посмотрели реализацию народного бюджета в Дворце спорта «Юность». Там идет замена дверей, больше 40 дверей поменяли. Практически все, на всех объектах, на которых мы были, везде, в принципе, практически подрядчики успевают вовремя. Плюс мы еще посетили освещение, у нас была народная инициатива, освещение памятнику «Взрыв» напротив Дома культуры. Там уже срок подходит, подрядчик, возможно, не успеет, но там буквально день-два и все будет завершено. Поэтому, в принципе, мы везде все успеваем пока, слава богу. Надеюсь, в дальнейшем так все у нас будет неплохо. По итогам объезда приезжие гости остались довольны. За еще не полное, непродолжительное северное лето в городе сделано многое. Подрядные организации укладываются в сроки. Работы выполняют качественно, технический надзор за большинством проектов осуществляют специалисты УЖКХ.